когда я зашла ее увидев мертвая, окочневшая, искалеченная, измученная, кривое от переломов, разрезанное и холодное, как гроб тело сестры, которая меня растила, на руках носила, держала своими теплыми руками. То, что я чувствовала, тогда не описать никакими словами. Этот холод я буду чувствовать до конца жизни. Оставили кран воды включенный и ушли из квартиры. Пожалуйста, теперь вопрос. Ответьте, когда вы уходили из квартиры, вы с собой что брали? Свой ноутбук. Свой ноутбук. И телефон. Проснулся обратно, перешагнул через нее, почему она лежит, начал трогать, перевернул ее вот так. Она лежала, я посмотрел, все идет хорошо, вот так. Она как бы выдох сделала, но в себя не приходила. Я начал на нее кричать, что сейчас матери позвоню, что ты пьешь, все такое. Она в себя не приходила. Я начал шлепать ее по щекам. Она в себя не приходила. Я уже испугался, я начал бить ее сильно по щекам. Она в себя не приходила. По его показаниям, Алкулова Айжан ударилась, когда завязывала шнурки за свою ботинка. Таким образом, как будто она сама себя убила. Это мы считаем полная чушь, извиняюсь за выражение, и ерунда. А мотивом убийства, я считаю, материальная зависимость обвиняемого Дамирова от погибшей Алкуловой. В ходе следствия, в ходе судебного заседания нам стало известно, они и были ранее известны, что действительно Дамиров нигде не работал, никаких доходов не имел. Он официально жил за счет погибшей Алкуловой. При допросе обвиняемого он так ведет, улыбаясь и видно отвечает: я ничуть не увидел раскаивания. Ты же человек убил, уважаемый обвиняемый, ты человек убил, человек, все, нет этого человека. Но тем не менее, ехидно еще переговаривается, наоборот, вел себя по-хамски, на каждые поставленные вопросы придумывая новые соответствующие. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 18-19 листы, том 1, имеются выводы судебных экспертов. Описывал и гособвинение эти травмы. И она, по сути, умерла от открытой черепно-мозговой травмы. Очень много гематом, кровоизлияния. И то, что мама сейчас говорит о том, что 500 мл крови, это как раз-таки эксперт пишет, что кровоподтек левой боковой поверхности грудной клетки, множественные переломы с 4 по 11 ребер слева. Она правильно сейчас разъясняется о том, что 8 ребер, это с 4 по 11, они просто слиплись и переломлены с повреждением пристеночной плевры. И образовалось 500 мл крови. Сама же смерть, согласно экспертам, она наступила от ушиба вещества головного мозга. То есть голова у нее, получается, произошло кровоизлияние в мозг. И что и подтверждается обнаружением подкожной гематомы, мягкие ткани теменно-затылочной области и линейный перелом костей свода основания черепа. Чтобы сломать череп одним падением удара, как вот сейчас мы воспроизводили, это просто невозможно. Я не желаю ни одной семье пережить то, что пережили мы и переживаем по сей день. По сей день мы всю оставшуюся жизнь будем оплакивать сестру и жить с этой болью, и с сожалением, что не смогли уберечь ее.